Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем вебинар, посвященный проведению школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии. Ну и сегодня в большей части мы поговорим с вами о тех заданиях, которые возможны для составления на школьный и муниципальный этап. Ну и по уже доброй традиции с вами я, председатель Центральной предметно-методической комиссии по географии Дмитрий Богачев. Вначале я хотел бы с вами поделиться нашей большой радостью. В очередной раз система географического образования России подтвердила, что мы являемся одними из самых лучших. В этом году, может быть, не в мире, но в Европе. 29-30 августа этого года дистанционно проходила Европейская географическая олимпиада школьников. Ну и на этой олимпиаде мы заняли наши команды. Их было две: команда юниоров и команда ребят, которые постарше. Мы заняли в общей сложности первое командное место. Ну и вот разделили. Первое командное место заняли юниоры, и второе командное место заняли представители старшей команды. Ну и в общей сложности мы завоевали 5 серебряных, 1 бронзовую медаль. Это хорошо. Это говорит о том, что вы хорошо потрудились, ну и мы, в свою очередь, тоже хорошо потрудились, и хочу вас всех поблагодарить. Ну а теперь непосредственно об олимпиаде, о двух этапах, о школьном и муниципальном. Первое, очень важное, это то, что с учетом постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня возможно и даже в некоторых случаях рекомендовано проведение школьного и муниципального этапов олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть читай дистанционно. Ну и при составлении заданий, при работе по организации этих этапов олимпиады, я еще раз обращаю ваше внимание, потому что в методических рекомендациях это уже было написано, но это важно, дабы не способствовать распространению этой новой коронавирусной инфекции. По организации самих этапов олимпиады. Первое, на что хочу обратить внимание, это время написания школьного и муниципального этапа. Мы рекомендуем, чтобы эти этапы состояли как минимум из 2 туров, теоретического тура и тестового тура. Ну и это время, например, написание школьного этапа для теоретического тура мы рекомендуем отводить 1,5 астрономических часа, а на выполнение тестового всего лишь 45 минут. Но это максимально рекомендованное время. Опять же, в условиях сложной эпидемиологической обстановки возможно сокращение этого времени и времени написания теоретического тура до 1 часа и время написания тестового тура до 30 минут. Почему не меньше? Но дело в том, что все-таки, несмотря ни на что, даже ответы на тестовые закрытые задания, где всего лишь 4 варианта ответа и 1 верный, все-таки нужно дать школьнику время подумать над ответом, время поразмыслить. Ну и опять же, хотя бы 2-3 минутки, то есть 2 минуты это в среднем, на написание ответа. Поэтому, соответственно, и в структуре заданий может быть в тестовом туре 15 вопросов, 30 минут, по 2 минутки подумать, а в теоретическом 3, максимум 4 задания. Опять же, мы рекомендуем, чтобы их было 5, и это обоснованно, нечетное количество, как раз подразумевает нормальный набор
баллов. Вот. Ну, опять же, почему не 3? 3 тоже нечетное число. Вот. Ну, чтобы был какой-то объем, опять же, еще раз напоминаю, я уже говорил об этом несколько раз, этапы Всероссийской олимпиады школьников, все-таки это не контрольные работы, не контрольные срезы, вот, это соревнования на эрудицию, на одаренность, ну и выявление как раз именно таких ребят, которые в будущем, да, смогут представлять нашу страну, вот, в том числе и на международных олимпиадах. Вот, опять же, мы за этим очень пристально следим. Муниципальный этап, продолжение муниципального, продолжительность туров муниципального этапа не более 2 астрономических часов на теоретический тур, вот, и не более 1 астрономического часа на тестовые задания. Но опять же, как я уже говорил, здесь возможно время и сократить. Это максимально рекомендованное время. Теперь непосредственно задания, особенности заданий. Первое, на что хотел бы обратить внимание здесь, это то, что необходимо включать в структуру олимпиады задания, подразумевающие вот те самые знания учащихся, вот, начиная с самых первых этапов освоения школьного курса географии, то есть практически с 5 класса. Да. Ну и понятно, что в этой структуре могут не последнее место занимать вопросы на знание участниками географической номенклатуры, да, вот на то самое знание карты, да, и на географическую эрудицию, да, это название, местоположение различных природных объектов, да, там, экономических объектов, стран мира, возможно, флаги, да, соотнесение этих объектов. Вот. Но я опять же вот здесь обращаюсь к вам и прошу, чтобы эти задания не составляли, ну, практически стопроцентную комплектацию в структуре олимпиады. Почему? Дело в том, что уже на протяжении нескольких лет, да, я обращаю внимание на то, что, ну и вообще Центральная комиссия обращает внимание на то, что наши школьники, ну, несмотря ни на какие там, да, уменьшение количества часов, сложную, да, ситуацию вообще с географией в школе, но наши школьники знают очень хорошо географическую номенклатуру, очень хорошо географическую объективку, да, то есть вот ту самую фактуру, на которой и строятся логические какие-то связи, причинно-следственные связи. Но, к сожалению, вот как раз знание причинно-следственных связей всегда оставляет желать лучшего. Вот. Ну и при подготовке к тем самым этапам международной олимпиады, да, и каким-то региональным международным олимпиадам мы на это обращаем в большей степени внимания. На этот вопрос мы уже не раз обсуждали. То, что, вот, к сожалению, наши ребята в знании фактов далеко опережают своих зарубежных сверстников, да, а в знании как раз причинно-следственных связей, да, в умении формулировать выводы, в умении выявлять какие-то факторы развития географических объектов и их существования, ну, вот эти знания оставляют, к сожалению, желать лучшего. Следующее. Необходимо включать задания, которые требуют понимания как раз вот этих основных географических закономерностей, хотя бы, ну, даже, может, напрямую. Да. Мы стараемся на этапах региональном и заключительном эти все задания, да, эти все вопросы завуалировать в какую-то более или менее литературную форму и превратить их в действительно интересные задания. Но если вот, опять же, я тут все понимаю, и многие из вас очень сильно заняты, но хотя бы вот каким-то прямым вопросом, да, например, выявите факторы, да, или перечислите факторы там, развития металлургического предприятия,
да, формирование транспортной структуры, транспортной системы какого-либо государства, да, или проследить причинно-следственную связь между определенными объектами географическими. То есть это все возможно спросить и даже нужно спросить. Вот таким образом как раз мы и выявляем те самые умения географического мышления, умения делать выводы. Особое место, да, в заданиях должны занимать, конечно, вопросы и задачи, связанные с картами. И картографические умения – это одни из самых важных умений вообще в географии. Не случайно основоположник практически нашей отечественной географии Николай Николаевич Баранский говорил о карте, что карта – это альфа и омега географии. Действительно, это так. Вот. Но я прошу вас уделять внимание не только топографическим планам, да, и не только топографическим картам, вот, но еще и картам различного другого масштаба. Да, то есть это мелкомасштабные карты, это тематические карты, общегеографические карты. То есть со всем этим материалом ребята могут, да, и вообще должны работать. Да, это есть в стандарте школьного географического образования. Мы столкнулись с очень таким, может быть, даже нехорошим примером, когда в прошлом году, в этом году, в прошлом учебном, да, в этом астрономическом году мы умышленно, да, то есть это было специально, намеренно действительно сделано, когда на региональном этапе мы заменили традиционное задание с топографической картой на карту общегеографическую. Вот. И опять же рассчитывали на то, что это вызовет больший интерес у школьников, и больший интерес у учителей, потому что, опять же, учителя во многом, да, вы все во многом справедливо жалуетесь, что времени на изучение топографической карты очень мало. И эти вопросы, связанные с топографической картой, изучаются в 6 классе, вот, и каким-то образом есть отсылки там в 8 классе, а дальше вот она практически проходит бесследно, да, и школьники справедливо замечают, зачем, возможно справедливо, да, зачем изучать топографическую карту, зачем знать те самые условные обозначения, уметь переводить один масштаб в другой, если есть в коммуникаторах, навигационные системы сейчас, электронные карты, и карта все покажет. О справедливости вот таких взглядов, да, и таких суждений можно опять же долго спорить, но с картами общегеографическими вы имеете дело практически на каждом уроке, и у нас вызвало искреннее недоумение, почему ребята не справились, опять же вызвали вопросы ваши замечания о том, что с какой целью была заменена топографическая карта на общегеографическую, и вроде бы замечание можно принять, да, традиционно уже как форма устоялась, да, она традиционная. Здесь как раз я возражу, умение работать с мелкомасштабной картой тоже одно из умений, и во всех практически рекомендациях, да, это рекомендации, но мы прописываем то, что карта может быть разного масштаба, как крупного топографическая карта, так и мелкого, тематическая или общегеографическая. Какие могут быть еще задания теоретического тура? Понятно, что задания должны отличаться от обычной, это я уже говорю, контрольной работы. В комплект следует включать вопросы только по разделам географии, уже изученным к моменту проведения Олимпиады, но, опять же, и многие педагоги, да, ведущие педагоги, и советские, и современные, и те, кто работал в российской школе, да, XIX века, обращает наше внимание, что есть так называемое опережающее обучение. Ребенок должен идти на той самой грани, изучая новый материал, да, то есть должен
ухватывать, да, постоянно что-то новое. Ну и вот как раз вот здесь эти вопросы могут быть всегда немножко с опережением школьной программы. Опять же, как показывает опыт, ребята увлекающиеся, ребята, которым интересна география, они не только учебники читают, но и какую-то смежную литературу, да, и в изучении учебника далеко опережают всех остальных. Ну и вот как раз здесь нам это и надо. Понятно, что задания школьного муниципального этапа могут быть гораздо проще, чем задания регионального и исключительного, тем более, этапов, но вот просто на это ориентироваться. В комплекте заданий, опять же, для каждого класса задачи и элементы задачи должны различаться по сложности, это не новость. Вот. Ну и, опять же, даже наши задания, даже на заключительном этапе всегда строятся по принципу, что несколько вопросов, да, в задании, несколько блоков в одной задаче, и с самыми простыми вопросами должен вообще справиться любой школьник, любой учащийся, вот, несмотря ни на какие знания, умения, которые он добыл. Ну а дальше уже по степени сложности, то есть чем сложнее вопрос, тем вообще, как по задумке, да, меньшее количество учащихся с этим вопросом может справиться. Опять же, таким образом мы выстраиваем тот самый рейтинг. Ну и, как показал анализ, да, вот регионального этапа, действительно нам это удается. Вот, если с простыми вопросами заданий справляется подавляющее большинство, вот у нас тут есть цифра 98% всех участвовавших в этапе, то с вопросами сложными, да, действительно, которые задумывались как сложные, справляются 5-6% участников. Ну, вот я сужу по региональному этапу, и это как раз позволяет выстроить рейтинг участников, то есть найти тех самых победителей и определить призеров. Вот, то есть если такой рейтинг выстраивается, да, можно считать, что с задачей мы справились на отлично. Ну и понятно, что условия задач должны быть четкими, понятными, недопустимо неоднозначной трактовки. Опять же, мы с этим сталкиваемся постоянно на заключительном этапе и на региональном этапе очень часто вопросы приходят. Ну и опять же, кто работает, вы уже заметили, практически здесь мы выверяем даже все юридические тонкости. Вот у нас работает человек, который в комиссии, да, который практически выверяет все по требованиям, по нормам русского языка, вот, и двухзначной трактовки какой-то у нас не допускается, что я вам советую делать также. Ну и задания вот здесь не должны включать термины и понятия, которые не знакомы учащимся возрастной группы. Если они есть, да, то всегда в задании, там где-то в сноске необходимо их оговаривать, то есть давать определения, то есть учащийся не должен сталкиваться с таким затруднением. Ну и при составлении задач следует использовать несколько, конечно, различных источников, то есть не ориентироваться только на учебник, еще раз повторю, это необычный контроль знаний. Какими еще могут быть? Ну вот просто из логики. Это задача на пространственный анализ, то есть знание каких-то особенностей расположения географических объектов. Это задача на распознавание образов территории, опять же, по фотографиям, по репродукциям из книг, по фрагментам художественных произведений. Вот. Это задача на определение каких-то логических цепочек причинно-следственных связей, да, взаимосвязи компонентов ландшафта. Особенно очень хорошо такие задачи получаются по рисункам почвенных профилей, по каким-то схемам природных комплексов, высотной поясности и многом-многом другому. Это могут быть задачи на сопоставление, то есть перебор, выборку каких-то объектов, да, каких-то критериев, которые есть, да, территории, стран и так далее. То есть вот это та самая географическая объективка. Задачи на классификацию, на, опять же, типологию объектов, приборов, понятий. Вот.
Но вот здесь хочу вас предостеречь от заданий типа «найдите лишнее». Вот. Конечно, задания хороши, может быть, на уроке, когда мы формулируем, да, в определенной теме, ну, работаем над определенной темой и вычленяем лишние какие-то понятия, лишние определения из вот, перечисленных. Но дело в том, что ребята у нас все становятся все больше и больше подкованными, опять же, в том числе и в юридических вопросах. Ну и когда мы задаем «найдите лишнее», «найдите исключение», да, то есть белую ворону там, в цепочке какой-то, вот, очень часто мы, ну, что называется, нарываемся на ответ, а вот в этом слове нет вот таких-то букв, да, вот это единственное слово, где нет буквы «а», да, во всех остальных оно есть. И ребенок на самом деле обоснованно считает, что вот этот ответ правильным, вот, там же не было никаких больше условий, да, и действительно вот, требует, обоснованно требует зачесть балл за правильный ответ. Поэтому ну, лучше стараться избегать вот такой формы задавания вопроса. Ну и, конечно, это картографические задачи, в том числе и картометрия, то есть измерение по картам, начертание на картах и так далее. Ну и вот задачи картографического содержания в младших классах, это могут быть задачи на описание маршрута, вот пример такой задачи, да, вот Павел живет в сельской местности, в школу он ходит сначала по грунтовой дороге, затем поворачивает на восток, идет по шоссе, ну и по этому описанию нужно изобразить, там опять же, в заданном масштабе план пути Павла в школу, да, вот, то есть практически изобразить маршрутную съемку. Ну, это возможно, это и довольно часто это встречает одобрение учащихся и их интерес. В старших классах, опять же, задачи картографического содержания могут быть усложнены добавлением тех самых картографических проекций. Вот, опять же, вспомнить, что такое проекция, да, какие они бывают, как переносят сферическую поверхность Земли на плоскость. Ну и все эти вопросы, опять же, можно задавать. Ну и опять же, вот вам те самые картографические проекции. Благо, что в интернете вот, и в свободном доступе, да, то есть неограниченным авторскими правами, все эти проекции есть, и в каких-то школьных изданиях прошлого, да, вот сейчас готовится новый атлас учителя, слава богу, тоже это все есть, на это можно опираться. Задача, опять же, вот, как я уже говорил, на распознавание образов территории, вот вам описание, сильные северо-восточные ветры порой приносят на этот архипелаг горячий сухой воздух с материка, да, вот описание погоды, описание исследований, истории исследований, описание природы островов, да, их расположение, ну и вопрос, вот они, перечислены опять же вопросы, что там за течение, да, вблизи, опять же, хотя бы там, можно градацию выдать, теплое, холодное, вот, вплоть до названия, да, с нарастающим количеством баллов. Вот. Ну и, естественно, вот здесь в данном описании речь идет об островах Зеленого мыса, опять же, Кабо-Верде. Почему они получили такое название, в связи с чем их открыли, чем они сейчас знамениты. Да, все это вот та самая основа для составления заданий. Вот они, общие географические закономерности. Опять же, я не случайно привожу вот все эти примеры. Вот существует 4 океана, набивший оскомину вопрос постоянно задается, сколько же все-таки океанов, как только слышит о том, что географ, да, вот географ объясни нам, сколько же океанов на Земле. Вот. Тут можно, опять же, есть субъективный и объективный подход, да, и у нас в России сформировался объективный, вот у нас объективная география, но надо помнить, что существуют и альтернативные точки зрения, вот, и несмотря на то, что Академия наук, да, наша вот, отрицает существование 5-го океана, да, у нас 4 океана по всем правилам океанологии, вот, но опять же в атласах, океанографических изданиях там вполне выделяется 5-й океан, но надо просто понимать, почему его выделяют, почему не выделяют, почему
Почему выделяют? Ну, опять же, можно придерживаться любой точки зрения. Опять же, если вы задаете такой вопрос, да, ну вот можно его и обыграть в формировании структуры олимпиадных заданий на школьном и региональном этапе. Вот вам Пятый океан, да, тот самый южный, вот вокруг Антарктиды, с его морями, там можно задавать вопросы про исследование материка, про современные открытия, да, опять же, было совершено совсем недавно удивительное, да, практически открытие мирового масштаба, опять флаг первенства за российской наукой мы вскрыли вот то самое озеро Восток, вот по объему, по площади практически сравнимое с великими озерами других континентов, со скрытым ихтиомиром и так далее. Вот. Можно вообще опираться на квазигеографию, то есть географию, не имеющую отношения к реальному пространству. Вот. Литературные произведения, опять же, нам дают здесь великолепное множество всяких ходов и выходов. Вот. Это и произведения Толкиена, да, и произведения Жюля Верна, и «Кондуит и швамбрани» Льва Кассиля, который все-таки пока еще остается в школьной программе. Даем остров, да, даем материк вымышленный, вот, ну и как бы распределилась погода, как бы сформировался климат, какие особенности ландшафта сформировались бы, если бы, опять же, вот тут вот такие формулировки заданий, протекали такие течения, такие-то ветра и так далее. То есть это, опять же, дает пищу для размышления. Вот. Ну вот задание на... Есть вопрос, да? А то я общий, да. Вот. Так, ну вот вопрос, да, про использование различных карт, не входящих в атлас, очень затратно для школ печать. Ну давайте, я извиняюсь, конечно, вот давайте обратимся к Владимиру Владимировичу Путину за тем, чтобы он нам распечатал. Ну, дорогие мои, это вопрос к организаторам Олимпиады. Вот. Если есть какой-то картографический вопрос, и он не подразумевает школьные атласы, ну, опирайтесь, опять же, на то, что есть в заданиях, да, вставляйте это в задание, ну, это этапы школьной олимпиады, да, всероссийской школьной олимпиады. Вы должны, что тут делать. На региональном этапе карты были распечатаны черно-белые. Ну, опять же, вопрос не ко мне, вопрос к региону. Я понимаю, регионы все разные по степени обеспечения, вот. Но, опять же, обращайтесь в региональные департаменты. Вот сейчас как раз, да, идет формирование регионального бюджета, его утверждение. Вот. Ну, пусть заложит распечатку географических карт. Это вопрос не к центральной предметной комиссии. Картами пользоваться, конечно, можно. Вот вопрос о картах. И не просто можно, а нужно. На школьном муниципальном этапе можно использовать и карты, которые мы вставляем в задание, картографический материал, и атласы. Вот. Но, опять же, если мы используем атласы, есть одно условие. Атласы должны быть одинаковыми, чтобы все ребята находились в одинаковых условиях. То есть мы не можем одному дать полный атлас, да, а другому дать, ну или, допустим, атлас 7 класса, а другому дать 6 класса и требовать от них выполнения одинаковых заданий. То есть это вот большая проблема. Вот. На чем еще хотел бы остановиться? Ну вот на задачах, посвященных объектам ЮНЕСКО, опять же, большой серьезный пласт, и эти задачи могут быть, вот здесь в данном конкретном случае не буду останавливаться, да, на отгадывание плата Путарана вот, нашего объекта, благо, опять же, у нас в России и количество увеличивается. Вот. Так называемые бассейновые задачи, то есть задачи на знание расположения объектов бассейнных рек. Вот мы все административную карту худо-бедно, но знаем, а вот бассейновые карты в меньшей степени. Да, вот. Ну и ребята довольно неплохо отзываются на это, в том числе и на контурных картах, это можно давать, это есть. Вот. Ну вот с картометрическим содержанием. Ну опять же, пересекаясь с вашим вопросом, да, о краеведческих каких-то картах, да, задания с использованием краеведческого материала не просто важны, а и нужны. Вот, и их нужно вставлять, и это как раз и побуждает ребят интересоваться географией, историей своего родного края. Вот.
И опять же, география это не всегда книжки, это не всегда какие-то телевизионные передачи, это не всегда интернет и Википедия, вот, которые, опять же, пользоваться можно и нужно, но я всегда вам советую и ребятам советую, нужно обращать внимание, да, на два элемента вот этого ресурса в Википедии. На ссылки, на источники, потому что там сейчас строго стало с этим, да, и можно написать практически все, что угодно в основном тексте. Но ссылки на источники, они остаются незыблемыми. Вот, и если мы пойдем к первоисточнику, вот, можно найти то самое первознание. Вот, и на английский эквивалент, вот, на Википедии Великобритании, вот, что в географии очень есть. Ну вот про ВПР вот, ничего не могу сказать, абсолютно. Вот, все-таки я занимаюсь Олимпиадой, вот, и то, что касается там, единого государственного экзамена, то, что касается там, итоговой аттестации, да, то, что касается выпускных каких-то работ, там, это все за рамками моего интереса, хотя мы пытаемся как-то и тут оптимизировать, да, и тут помочь, опять же, учителям и какие-то выпускаем методические рекомендации, опять же, связанные с этим, но напрямую не занимаемся, поэтому вопрос останется без ответа. Большое задание на ВПР, ну, чего, остается только посочувствовать, вот, но это задание на как раз проверку знаний, да, усвоенных в школьном курсе. Вот. Олимпиадные задания все-таки это не проверка знаний, это не контрольная работа, вот, это работа творческая. Вот. И несмотря на все проблемы, да, связанные с формализацией этих заданий, мы все-таки в большей степени должны обращать внимание на творчество. Вот. Опять же, это правильно. Почему? Потому что в любом деле, да, нужны разные специалисты. Вот, кто-то, разные ребята, опять же, по-разному должны выстраивать траектории там, поступления в ВУЗ и дальнейшей своей жизни. Кто-то хорошо соображает в вопросах ЕГЭ того же, да, или там каких-то других проверочных, да, вот этих работ и набирает там баллы. Вот. Но вот кто-то на Олимпиаде. Опять же, тут разные формы, абсолютно разные формы подачи материала и того, что мы хотим от ребят услышать. Ну и для того, чтобы, опять же, может быть, элемент рекламы, но я к этому сознательно обращаюсь, вот, где взять примеры задач очень часто. Вот, да, они есть выложены на каких-то ресурсах, вот, но нам наши коллеги, вот, выпускники географического факультета Московского государственного университета очень помогли, и серьезно помогли. Вот работает бюро образовательных проектов, и на сайте этого бюро вот полностью практически сейчас все убрали лишнее вот с сайта. Существует база олимпиадных заданий вот, регионального заключительного этапа, вот они расклассифицированы здесь. То есть в поисковике, вот адрес есть, я даю ссылку, вот в поисковике можно, вот как пример, слово «океан» я ввожу, да, и выскакивают сразу все задания, которые когда-либо на региональном и заключительном этапе были связаны с океаном. То же самое можно ввести сельское хозяйство, там, промышленность, течение, карта и многое-многое другое. Вот сразу всплывают эти задания. Опять же, если вы их используете, вот, то старайтесь все-таки не напрямую, да, а какие-то взять формы этих заданий. Да, то есть можно заменить один объект другим, да, и получится, опять же, нормальное задание. Я, опять же, ссылаюсь на это только лишь с мыслью о том, что можно использовать как конструктор. То есть, с одной стороны, взять форму и наполнить ее другим содержанием, ну и считаю, что это вам может существенно помочь, особенно если вы определяете там тематику олимпиадных заданий, опять же, смотрите и следите за их структурой на школьном и муниципальном этапе. То есть это все возможно. Ну и я желаю вам
в этом сложном, но интересном деле прежде всего, конечно, успехов, вот, удачи и всего-всего самого-самого наилучшего. Вот, не случайно даю адрес. Если какие-то серьезные вопросы, да, серьезные проблемы, вы можете написать и мне напрямую. Вот, и мы всегда в комиссии стараемся на такие вопросы отвечать. То есть здесь нет никаких преград. Вот, еще вопросы, так, по факту. Угу. Общий, да? Какие книги использовать для... Ну, опять же, посмотрите, размещены методические рекомендации, и в методических рекомендациях мы дали, ну, очень обширный список литературы. Вот, даже в этом году его пришлось сокращать серьезно. Вот, да, там есть книги, вот, и нам министерство на это прям пеняло, вот, что издания там 70-х годов, ну и хорошо, там 70-е годы, а вот опять же, библиотеки некоторые, школьные, я прекрасно это знаю, списывают эту такую литературу. Вот. Ну, посмотрите, пожалуйста, все это можно найти, и это как раз помогает вам в формировании заданий. Еще раз повторяю, это вот те самые методические рекомендации, там есть список литературы, и они опубликованы. Вот. Спасибо вам большое, всего доброго.